Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие скорпионы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 24 по 30 октября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному отыгрываются данные прогнозы. Также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз. Не воспринимайте все буквально. Обязательно смотрите знак асцендента, либо лунный знак. Ставьте лайки для обмена энергиями. И, конечно же, всем спасибо за лайки, комментарии и за просмотры и добрые слова. Также напоминаю о том, что если я не замечаю какого-либо совпадения, вы пишите мне в комментариях, я обязательно отвечу, что может обозначать данное совпадение. Возможно, для вас это будет очень важным событием. Итак, скорпионы, давайте-ка будем смотреть недельку для вас с 24 по 30 октября. Скорпионы с 24 по 30 события. Что-то важное. Так. Так, пока что ничего. Дальше смотрим. Так. Так. Так, ну пока что я ничего не замечаю. Интересно. Интересно. Так, вижу первое событие. Смотрите, есть либо тайная встреча с кем-то, ну, это касаемо отношений, да, то есть какая-то тайная встреча, либо может быть ситуация каких-то договоров, подписания каких-то договоров, либо найдете себе партнера в каком-то, ну, в бизнесе, там, вот, либо в отношениях. Так, ну, какие-то договора могут быть еще, да, какое-то объединение, либо возвращение бывших, прибывших, да. Так, либо предложение руки и сердца, обручения могут быть. Для кого-то, у кого-то могут быть свадьбы, кстати. Так, дальше смотрим. Ну, что-то событий-то маловато вроде как. Или я уже что-то пропустила. Так. Так. Подарок может быть при встрече. Какой-то подарок может быть. Слезки. Так, подарок либо приятный, либо не совсем приятный, да, слезки, либо радости, либо печали. Сейчас мы посмотрим, что это у нас тут за слезки. И вот это у нас, да. Давайте-ка посмотрим, что это у нас тут за слезки. Так, что это за слезки? По поводу чего? Так, слезочки, печальки какие-то у нас тут могут быть. Какое-то может быть событие, что-то может заканчиваться. Какое-то событие с окончанием чего-то может быть. Так, еще покажите. Опять что-то вот,
Что-то связано с родственниками, с родом. Еще, кстати, со здоровьем. Что-то внезапно, резко может случиться. Поэтому и слезки могут быть какие-то. Так, давайте-ка еще смотреть, какие есть совпадения. Так, так. Тут, ага, вот есть у нас, есть еще, ну да, тут переживания, да, и страхи какие-то могут быть. Переживания, внутренние страхи. Может быть, и плакать будете, да, то есть по какому-то, из-за чего-то переживать будете. Что-то еще может быть связано с какой-то женщиной, взрослой мать или, ну, какая-то взрослая родственница, может быть, бабушка там или, ну, не знаю, взрослая какая-то женщина. Так, есть еще событие очень важное будет для вас в этом месяце, из-за которого вы очень переживаете. Так, есть еще ситуация, когда, может, будете раз в месяц что-то делаете стабильно, что для кого-то это оплачивание каких-то счетов, посещение кого-то, проведывание, или, может быть, раз в месяц к врачу ходите, там, ну, мало ли, или в бассейн, там, или еще куда-то. Ну, в общем, у каждого разные свои ситуации раз в месяц. Или оплачиваете там коммуналку, или кредиты какие-то. Так, и есть какие-то переживания, страхи по этому поводу. Так, есть еще что-то, может быть, еще событие какое-то через месяц будет. Кстати, это еще связано, может быть, с лунными затмениями. Вот тут почти в каждом прогнозе есть совпадение этого месяца. Может быть, лунное затмение. Вот это вот показывает. И такую какую-то ситуацию, общую картину по этому затмению. Так. Так, ну совпадений у вас как-то маловато. Что-то в этом месяце. Ой, в этом месяце, на этой недельке, вернее. Так, больше не вижу я никаких совпадений особо. Сейчас здесь давайте еще проверим. Так. Так. Может, мне уже просто перемелькалось, и я уже просто не замечаю чего-то. Ну, если вдруг заметите вы мне пишите. Так. Ну, как-то больше не замечаю. Ну, смотрите, у вас ближе к концу недели есть такие события, которые говорят, для кого-то это тайные встречи с подарками, допустим. Для кого-то это как подарок может быть предложение руки и сердца. Для кого-то это, ну и подарок, естественно. То есть человек может подарить вам какое-то кольцо, либо какую-то драгоценность может подарить. Для кого-то это ювелирное изделие какое-то может подарить. Для кого-то это может быть договор. С кем-то о чем-то договоритесь. Может, найдете какого-то партнера для себя. Может быть, в работе, в бизнесе. Для вас это будет как большой подарок. Но также ближе к концу недели у нас могут быть какие-то слезки, какие-то переживания, страхи внутренние. Так, либо по поводу какой-то взрослой женщины, либо, может быть, какие-то гормональные изменения тоже как вариант. Захотелось поплакать тоже как вариант. Ну, в общем, что-то такое. Какое-то важное событие в этом месяце. Либо каждый месяц одно и то же делаете и переживаете, вот заплачу или не заплачу, допустим, за коммуналку там или за кредит какой-то. Так, давайте-ка посмотрим еще для вас. Так, скорпионы, давайте-ка посмотрим для вас... Господи, как это называется слово? Господи, ну вообще уже забыла все. Совет, боже. Ну все. Совет. Так, совет для вас. Девятка Гаврила. Это у нас девятка жезлов. Угу. Сохраняйте решительность и продолжайте движение вперед. Будьте готовы к любым возможностям, предохраняя деятельность. Так, а что еще у нас тут может быть? Восьмерка Рафаила.
кубки. Уход какой-то. Вас ждет что-то лучшее. Делайте то, что считаете правильным. Духовные искания. Ну, здесь об уходе каком-то еще говорит картам. Ну, вот такая вот подсказочка еще. Какой-то такой совет для вас. Такой прогноз для вас. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока. До новых видео.